Мы сейчас с вами переместились в другой зал, зал природы нашего Национального музея, и это перемещение совершенно не случайно. Мне бы хотелось обратить внимание тех, кому интересна древнейшая история нашего края, история заселения этой территории древними людьми, обратить внимание на очень интересный источник, который, в общем-то, не археологический, а палеонтологический, поскольку он связан с ископаемыми животными. И эти кости этих животных на территории Камско-Вятского междуречья известны нынешним специалистам порядка в 70 местонахождениях. И на севере Удмуртии, в бассейне реки Чепцы, и на Каме, и на Вятке, и ее притоках они обнаруживаются многократно. Это кости крупных позднеплейстоценовых животных, таких как мамонт, челюсти, зубы мамонта, бивни мамонта здесь очень хорошо представлены. Это шерстистый носорог. Шерстистый носорог, вот муляж его, видите, в полный рост. Представляете, какая величина была этих животных. Это первобытные быки и крупные особи оленей, северных оленей. Животное достаточно крупное, представьте себе, то есть высота в холке мамонт достигала 3,5 метров, 3,5–4 метров. То есть это такая, понимаете, кухня ходячая, да, то есть мясо, шерсть этого животного, бивень, кости, все шло в дело у у палеолитических охотников на мамонтов. Это был основной объект охотничьей добычи позднепалеолитических охотников. И поэтому для нас крайне важно фиксировать все эти находки и не просто собирать их, но и обращать внимание на их контекст, то есть где они обнаруживаются, в каких слоях, на какой глубине и что, главное, вместе с ними можно найти. Вот если речь идет о стойбищах палеолитических людей, то вместе с костями этих крупных животных мы непременно обнаружим следы человеческой деятельности. То есть либо, скажем, остатки каких-то очагов, на которых готовили мясо, да, или остатки мест разделки добычи, соответственно, будут обнаружены орудия палеолитического человека, то есть те же камни, обработанные скребла, ножи, которыми разделывали тушу. И, возможно, при, конечно, очень большой удаче и остатки каких-то укрытий, искусственных жилищ, которые спасали палеолитических охотников от превратности климата. Поскольку речь идет о палеолитической эпохе, о позднем плейстоцене, а это ледниковая эпоха. По мультфильмам вы себе очень хорошо представляете, да, вот этому сериалу «Ледниковый период», что это было за время на Земле. И, конечно, территория, по которой в нашем крае бродили вот эти гигантские животные, это была, согласно реконструкциям, согласно изучению полинологии, данным науки полинологии, которая по находкам пыльцы, растений, деревьев определяет, собственно, характер растительности края. Мы можем говорить, что территория Камско-Вятского междуречья вплоть до русла реки Чепцы на тот период, это 40–10 тысяч лет назад, представляла собой такую вот зону приледниковой тундры или лесотундры с мелкими кустарничковыми деревьями, и растительностью соответствующей. И вот по этим пространствам бродили вот эти крупные животные. Вслед за ними могли приходить сюда и палеолитические охотники. Но наша беда или наша задача найти вот эти следы присутствия здесь палеолитических охотников, а они пока на сегодняшний день не найдены. И поэтому еще раз говорю о том, что находки этих позднеплейстоценовых животных крайне важно фиксировать на месте.
не просто нашел кость, вытащил ее, притащил и поставил в витрине музея. Нет, очень важно обследовать место этой находки, откуда она происходит, и есть ли там что-либо сопутствующее этой находке. Вот когда мы такую работу будем проводить совместно с палеонтологами, с географами, специалистами в области, как говорится, истории рельефа земной коры, вот тогда, возможно, мы сможем открыть такие палеолитические стоянки у нас на территории Камско-Вятского междуречья. А пока это остается научной перспективой. Хотя, если посмотреть на карту известных на сегодняшний день палеолитических памятников на территории Западного Предуралья, то можно заметить удивительные вещи. Стоянки позднего палеолита известны на Нижней Белой, это левый приток Камы. Они известны на территории соседних районов Пермской области, соседствующих с Удмуртией на северо-востоке. Они известны на Нижней Каме, в пределах Республики Татарстан. А вот Камско-Вятское междуречье остается пока что белым пятном. И, как мне кажется, это дело времени, обнаружение таких стоянок. Мы сейчас с вами стоим около экспозиции, где представлены кости очень интересного животного, ископаемого животного Трагонтериев слон. Почему мы остановились около этой витрины и почему хотелось бы обратить ваше внимание на это животное? Дело в том, что Трагонтериев слон – это очень далекий предок мамонта, вот того гиганта позднего плейстоцена или ледникового периода. Трагонтериевы слоны – это экзотические, по сути дела, животные. Они обитали в наших краях, но в очень глубокой древности, примерно 500-350 тысяч лет назад. Да? Это был период так называемого раннего плейстоцена, доледниковый, с очень мягким климатом. Именно в тех условиях мягкого климата здесь и возможно было обитание этих животных. Но нас находки останков Трагонтериева слона, как археологов, интересуют, опять же, прежде всего в том случае, если вместе с ними оказываются обнаружены орудия древнего человека, уж древнейшего человека. Так вот, если на территории Урала еще лет 50 назад даже было сложно предположить возможность обнаружения таких остатков, то на сегодняшний день нам известны несколько местонахождений костей Трагонтериева слона вместе с очень архаичными по форме орудиями труда. Это с точки зрения археологической периодизации эпоха Ашеля, ашельские орудия. И изготовлены они из местного сырья, из кварцита песчаника или галечные орудия, галечная такая индустрия, так называемая, которая обнаруживает ближайшее сходство, собственно, с ашельскими индустриями гораздо более южных районов, например, с территории Таджикистана. Если вместе с костями найдены такие архаичные орудия, это означает, что их сюда принесли люди. А это повод говорить, естественно, о том, что заселение таких вот высоких широт древнейшими людьми было возможно и в столь отдаленные времена. Но пока что находки таких орудий вместе с костями Трагонтериева слона приходится на так называемые нестратифицированные участки разрушенных берегов, то есть нет культурного слоя. Находки могли быть и вполне случайными, но повторюсь, что это повод для дальнейших научных поисков. Ну и поскольку мы стоим в витрине, где по соседству выставлены находки бивней, зубов, челюстей мамонта, хотелось бы обратить внимание еще раз на них. Почему? Потому что, как я уже говорила, бивни мамонта служили основными строительными конструкциями для палеолитических охотников. Например, вы хорошо, наверное, знаете о том, что вот на русской равнине есть интереснейшие
стоянки на Верхнем Дону, так называемые Костенки, Костенковский археологический микрорайон, где изучено большое количество жилищ, поселений палеолитических охотников, позднепалеолитических охотников на мамонтов. И на этих поселениях изучены как раз уникальные объекты, то есть жилища, выстроенные вот из таких бивней и костей. То есть мы видим их массивность, величину, прочность, и все это шло в дело, все это было приспособлено для строительства. Ну, например, нижние челюсти мамонтов служили основанием цоколя, фундамента таких костно-земляных жилищ, а бивни элементами перекрытий таких жилищ, которые затем сверху накрывались шкурами тех же самых мамонтов, засыпались землей, грунтом, и получалось очень теплое, очень прочное жилище в условиях ледниковой эпохи. Поэтому для археолога крайне важно, опять же, найти не просто кость мамонта или бивень мамонта, а найти его в контексте обнаружения, то есть на месте, как оно лежало, зафиксировать это местоположение. И если в конфигурации этих костей, во взаиморасположении этих костей обнаруживается какая-то искусственность, какой-то специальный, что ли, подход, да, вот тогда есть повод искать здесь остатки стоянок позднепалеолитического человека. Такие находки известны, в том числе у нас на стоянках Западного Приуралья, позднепалеолитических стоянках Западного Приуралья. Ну, например, остатки такого стойбища охотников на мамонта хорошо изучены на стоянке Бызовая. Это река Печора, территория Республики Коми, северо-восток, северный уже Урал, да. Есть, скажем, остатки таких жилищ, правда, уже менее основательных, менее фундаментальных, типа чумов, изучены на стоянке имени Талицкого на реке Чусовая. Это в Пермском крае. Там стойбище уже было тоже позднепалеолитическое, примерно 19-18 тысяч лет от наших дней, но это стойбище уже охотников не на мамонта, а охотников на северного оленя. А это что означает? Это означает то, что уже в позднем палеолите намечаются разные стратегии охоты, да? То есть какие-то коллективы специализировались на охоте на мамонта, а какие-то на охоте на северного оленя. И вот это тоже довольно примечательное явление и очень важный научный факт. Спасибо.